Наши задачи, конечно, меняются в связи с тем, что идет интенсивное освоение арктических территорий, Арктики, Субарктики, и поэтому на этих территориях пространственно должно развиваться должны производительные силы. В основном присутствие человека, адаптированного к этим условиям, подготовленного, и в то же время он должен сохранить нашу первозданную вот эту природу, даже больше, чем сохранить, приумножить. Вот в этом вопросе мы должны очень серьезно поработать. Это научно-исследовательский институт и Арктический аграрный технологический университет и наш сельскохозяйственный колледж. Вот 3 таких вот составляющих, они все вместе должны работать. А консолидирующим должны быть это четкое нам данное задание от правительства и также четкое финансирование, а мы со своей стороны это все должны дать. И это все должно быть увязанным как в рабочей профессии, так и среднее звено, и высшая школа, наука. Все это взаимосвязано, все должно быть. Конечным должно быть наша экология, первозданная, сохраненная. И должна быть продукция экологически чистая, органическая, связанная с биотехнологией, продукция тоже современным биотехнологией, и связанная с тем, чтобы эта продукция должна брендовая, она еще, кроме этого, должна еще конкуренцию выдерживающая и оцененная продукция, которая должна иметь спрос. Тут особое место должно занять здесь семейное фермерское хозяйство, семейная экономика, и с уклоном даже с гендерной составляющей. Ну, из таких вот изюминок, можно сказать, да, это женщина. Женщина, хранительница очага. Женщина, она главным, как бы, центральное звено должна занять. Она знающий, хороший специалист, обладающими самыми современными знаниями, и вокруг себя она объединяет все. Она же является кредитополучателем, она же является землепользователем, она является центральным звеном, вокруг нее семья, муж, сельскохозяйственное экологически чистое производство, которым она кормит свою семью и излишки реализовывает. А тем больше этих излишек, тем лучше. Поэтому нужно новое такое видение в Арктике и новая программа развития Арктики. Это Организация Объединенных Наций может это использовать как бы еще одну такую вот программу. Такая программа, похожая такая программа действует в Латинской Америке и действует в Африке. А 3-я программа была бы с подачи нашей республики, это развитие Арктики. Вот эта программа. Вот здесь бы стратегически бы вот наша наука, наш аграрный сектор вот в этом бы уложиться бы здесь. Мы себя должны видеть в этом пространстве, да? Тогда обучение, занятие наукой, сельскохозяйственное производство наше становится здесь уже конкурентоспособным, рентабельным, имеющим будущее. И в этом русле работать, и в этом русле нашу молодежь направить, это было бы, мне кажется, как ученому, как человек, который всю жизнь занимается сельским хозяйством, то это было бы очень хорошо. Тогда здесь выходит центральное место, выходит образование, как бы, образование. Образование через призму знаний арктический человек находит свое место. Именно конкурентоспособное, рентабельное свое место. И сельское хозяйство
уже не носит такое название сельское хозяйство, а оно жизнь, понимаете, жизнь в Арктике обеспечивается. И наше Министерство сельского хозяйства уже в своем уровне развития становится Министерством жизни. А образовательная часть, научная часть, вот это сопровождение развития современной жизни в Арктике обеспечивается через науку, современные знания и образование. Вот в этом ракурсе хотелось бы перспективно работать, интересно, отдаваясь полностью в этом направлении, работать и предлагать с нами вместе сотрудничать в этом направлении. И у нас бы получится, и получилось бы.